Эх, ежики, ежики, есть иголки, ножики, а за эти ножики срок дают большой. Андрюха, ты тут-то? И я тут-то! Oh my. Здравствуйте. Здравствуйте. Я так понимаю, вы блогер. Я автомеханик. Автомеханик. Ну так, среднего звена. Я в этом ничего не понимаю. Хорошо. Ничего страшного. А Мне вы? нравится ваш лук. Ну, так как вы выглядите. А, лук это там в холодильнике. Да, я поняла. Репчатый такой. Да. Речь тоже есть. Да. Да, не знаю. О, у вас определенно очень интересная внешность, запоминающаяся. Угу. А вы почему трясетесь? Вам холодно или вы переживаете? Я не понял. Нет, не холодно. Немножко холодновато, наверное, нужно увеличить длину. Да, прохладно, право. А то простудись. Зачем? Да. А вы откуда будете, если секрет? Значит, я из Израиля. Прям самого Израиля или где-то? Самому. Ну это хорошо. Да. Я тоже так У думаю. меня там очень много знакомых живут. Бывших земляков очень много. В Израиле много. Да. Как соответствует. Ну, это, знаете, когда бы 93-92 год, да. Мгм. А какой город у вас? Израиль? Мгм. Я понял. Город Израиль. А, пусть будет так. А это, ничего, с флажок-то этот. Украинские у меня пенсии. Не-не, это не Украина, это флаг земли Нижней Австрии, либо это, ну, Даунов ассоциация, тоже такой флажочек. Сине-желтенький, знаете, да, в Израиле даже деток, видно, деток вешают такую ленточку сине-желтенькую, чтобы другие детки их не обижали, чтобы понимали, что ну, немного не в себе, детушки. Я просто не поняла ваш замысловатый юмор. Это не юмор, это факт. Я поняла. Ну, набейте символ ассоциации Даунов, семейной организации. И вы увидите. Да? Да. Серьезно? Ну, это семейная организация помогает деткам с таким синдромом. Да. Против их флага. Против какого флага? Вы говорите Дауна, вы говорите, что я просто не знаю, какой флаг Дауна. Не флаг, я говорю, а символ ассоциации. Ленточка желтая синяя. Символ. Символ ассоциации. У них флага нету. Дауна. Да. Символ, я понимаю, синий-желтый. И Да. это ассоциирует флаг. Символ ассоциации, семейной ассоциации Даунов. Я поняла. И это у вас ассоциируется с флагом Украины, под которым вы меня видите. Просто так... Да вот флаг земли Нижняя Австрия. Что вы мне рассказываете? Смотрите. Я вам объясняю. Да блин, вы меня не понимаете, девушка. Все украинцы говорят, что у них флаг желто-блакитный. Значит, вверху должен быть желтый, а внизу синий. Так. А флаг земли Нижняя Австрия, наоборот, вверху синий, а внизу желтый. Логично. Не правда ли? Ну, просто... VPN выдает Австрию. Ну, это хороший VPN просто. Ага. Холод. VPN как Нет. называется? Surfshark. А, я понял. Surfshark. Так о чем желали пообщаться? Ну, я на разные темы общаюсь. Собственно говоря, на сегодняшний день наиболее актуальная тема, связанная с Украиной, это, соответственно, война, Ну, учти, тебя за язык никто не тянул. которая происходит сейчас в Европе, которая непосредственно волнует и нас. потому Я что понял. находится недалеко от нас. Напомните, пожалуйста, а война началась в каком году? С какого числа? Вы имеете в виду, что не было объявления войны? Не, ну просто любая война, допустим, там 5 августа, ой, там, ну вы поняли, да? Есть дата. Да. Ну, давайте назовем это актом агрессии. Акт агрессии был зафиксирован 24 февраля. Нынешнего года. Правильно понимаю? Да.
я понял. Это, а 8 лет до этого в Луганске, в Донецке что происходило? Сепаратистские войны, на мой взгляд. Подождите. Украина, во-первых, когда вышла в 91 году из состава СССР, она уже была сепаратистским государством, потому что она вышла незаконно. Так надо было сразу. В чем, Агрессия, поясните, может, у нас просто разные понятия по поводу сепаратизма. Да. Луганск и Донецк, как они выразили сепаратистские-то свои там такие действия? Но они хотели отколоться. Жжешь, собака! Они не хотели Украине. отколоться. Вы Не врете. хотели? Вы врете. А зачем тогда не Подождите. ЛДР? Был проведен референдум. Они попросили Да. автономию, но оставались, был прописан пункт, остаетесь ли вы на территории, территории Украины. Они писали, да. Я поняла. Никто откалываться никуда не хотел. Они хотели просто автономию. И что это, и каким образом это А защищает? потом в итоге, Оправдывает так, Турчинов агрессивность? объявил АТО, и на свой же народ, это военное преступление, направил свою же армию, не полицию. Да. Если там были даже какие-то бунты, в любой цивилизованной европейской стране отправляется кто? Полиция. Да. Но не армия. Вы хоть раз видели, во Франции было восстание желтых жилетов? Там армия была? Нет, только полиция. Я поняла. Да. Цивилизованный же мир. Возможно. Ну, как им А вот объясните мне одно. Вы сидите за лужей, да, там за океаном. А вы каким боком вы Почему за к океаном? Украине? Ну вы каким боком к Украине? Ну, идет сейчас война в Европе. Нас, собственно говоря, беспокоит и... А почему тогда Европа поддерживает страну-агрессор Украину? Уже Украину признали террористом. Кто? Весь мир. Правда? Да. А где это? Он признал? А когда? Да, и он признает. Он признал? Конечно. Уже Уже глава ООН, когда Украина выставила паблик по поводу убийства жестокого нашей журналистки, а написали уничтожено. То есть они уже подтвердили, что это они сделали. Какой журналистки? Дудкины, по-моему. Дудкиной? Мгм. А вам это не показывают, я понял. Че, вы отмазываться начнете, да, так, краями. Журналистский Дудкин, вы говорите, что... Так вам какое собственно дело? говоря, Почему вы находитесь в Израиле? Вам не дело до Израиля, Палестина, вот это все. Вам это не надо, да? Послушайте, у нас на сегодняшний день приехало 120 тысяч беженцев с Украины. Хорошо, а с Палестины сколько, с Ливии, Сирии? Сколько вам приехало беженцев? Причем тут это? А когда при чем тут это? А те не считаются, те не люди, что ли? Я не могу понять. Подождите, вы бегаете с одного Не, вопроса. подождите. Вы меня спросили, как 120 вы тысяч с приехали? Украины. Хорошо, пусть будет так. От Ливии, Сирии. К вам сколько Да, приехало послушайте, беженцев? Подождите, я дальше объясню. Я же не закончила. Вы не мешаете. Вы не даете мне высказаться. Давайте будем вести разговор на паритетных началах. Давайте. Договорились? Хорошо. Ответьте Вы только на мой спросили, как вопрос. меня- 120 как с меня Украины. беспокоит? Вы меня спросили. Подождите, Нет. 120 с Нет, Украины, нет, от нет, Ливии, нет. Сирии. Сколько к вам приехало? Вы не даете мне С ответить. Пакистана. Сколько вам приехало? Послушайте, это первое. Второе. Моя няня, например, она с Макеевки. Она приехала сюда в 2016 году. С Макеевки. М. Вот. И, кстати, сейчас была тоже в Макеевке, ездила именно сейчас, она приехала вчера. Опять же, с Макеевки, у нее родители. Кроме того, там у нее есть недвижимость осталась. Так? На сегодняшний день она занята... В Макеевке недвижимость? Да, у нее в Макеевке, у нее квартира осталась, они не побежали в 2016 году от военных действий. Вот, так, после того, как они бежали, у нее там осталась квартира. Макеевка почти снесена дотла. Какая нахер недвижимость? Методичку выкиньте. Какую методичку? У нее там квартира в Макеевке. Какая нахер квартира? Улица какая у нее в Макеевке? Я не знаю, какая у нее улица. У нее Вы не там знаете. там Как зовут вашу няню? Олена. Фамилия, имя, отчество. Не назовите. Год рождения. Я сейчас пробью. Послушайте, Олена Бланк.
А, Бланк. Я понял. Она еврейка, мы, естественно, не бежали. Ой, какой кошмар. Да. Да, и Да, они, естественно, маки. не надо было убежать. Естественно, Девушка, вам за это дорого платят, нет? Послушайте, ну вообще никто ничего не платит. Понимаете? Если бы мне платили, я была бы рада. Может, Галина Бланка, нет? Нет, не Галина Не Галина. Бланка. Мне кажется, Галина Бланка это какие-то кубики, ну, Ну, вам-то лучше знать. Вот. Так, я вам что Предупреждаю, ведется запись. А, да? Да. И это я все выставлю. Хорошо. Я знаю, кому это выставить. Пожалуйста, Да. представляйте. Спасибо. Я очень буду рада, чтобы, понимаете, на сегодняшний день квартира, собственно, туда забрались люди. Сколько? Солдаты Какие люди? российские. Ну, солдаты российские. Нужно, Кто чтобы это видел? Как это вы можете подтвердить? Послушайте, у нее есть папа и мама, которые... Как вы можете подтвердить, что там российская армия? Моя няня. Угу. И Ну, что? Что там нет российских солдат? Нет. В Макеевке нет российских солдат? Нет. Они в другом направлении. Вы даже тут поплыли. Серьезно? Нет, Да, это там ребята с реально? Донецка и с Луганска, да. А, ребята тоже Да, российских солдат? да, местные. Там российских. Я поняла, местные. Хорошо. М. Ну, в общем, возможно, это сделали местные, но просто квартиру буквально почти что разграбили, понимаете, поселились. и Хорошо. просто так. Я вас услышал. А вот теперь смотрите. Мелитополь кто дотла разбомбил? ВСУ Украины заходило в жилые дома, людей выселяли на нижние этажи, сами занимали огневые точки на верхних этажах. Ну, вы что? Да, я ничто. Очень жалко людей. 30, говорят, Вам ничего не жалко. Вот я вот с вами общаюсь, знаете, вы мне в Мариуполе то же самое. Вы мне противны, понимаете? Вы не женщина. Вы не женщина, вы не мать. Вы цепсошница обыкновенная. Поэтому мне с вами общаться не о чем. У вас нет ни чувства сострадания, ни чувства вины. Вы за деньги готовы душу дьяволу продать. Если что,